Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сегодня мы сделаем обзор на одну из важнейших архитектурных и духовных достопримечательностей Астаны – мечеть Абу Наср аль-Фараби, которая является изящным украшением города и гордостью мусульман. Она занимает третье место по величине в столице, после новой центральной мечети и Хазрет Султан. А вы знали, что в эту мечеть привезен фрагмент покрывала мусульманской святыни Каабы из города Мекки, которую мы вместе с вами посмотрим в нашем обзоре. Строительство велось с 2002 по 2005 годы. Высота главного купола составляет 40 метров, 4 минарета по 63 метра, а также общая площадь равна почти 4000 квадратных метров. Каждое из этих чисел имеет смысловое значение. 40-летнему пророку Мухаммеду, саллаллаху алейхи вассалям, было ниспослано первое откровение от Господа через ангела Джабраиля. С этого момента он стал посланником Аллаха, а вся его земная жизнь длилась 63 года. В ноябре 2021 года на заседании Духовного управления мусульман Казахстана мечеть переименована из Нур-Астана в честь ученого, мыслителя и философа Абу Наср аль-Фараби. Общая вместимость мечети составляет 5000 человек. Центральный вход в мечеть для мужчин. На входе мы попадаем в большой, прекрасный и светлый зал, украшенный национальными узорами. Здесь каждого человека одолевает чувство умиротворения, душевного спокойствия и приятного ощущения внутренней гармонии. А теперь перейдем к самому интересному. В мечети хранится один из самых уникальных раритетов. Это фрагмент кисвы, то есть покрывало мусульманской святыни Каабы из черного шелка, расшитого золотыми нитями. По традиции, ежегодно перед праздником жертвоприношения Курбан-айт огромное покрывало кисву передают властям Саудовской Аравии. Затем из него вырезают маленькие фрагменты, чтобы преподнести почетным гостям и государствам, которые вносят неоценимый вклад в развитие ислама. Кстати, на втором этаже мечети расположен балкон, где молятся женщины. Здесь есть своя библиотека. На первом этаже размещена зона для чтения Корана, специально отведенное место для бракосочетания и литература по исламу. Даретхана. На опорах купола выгравированы суры из Корана. На входе установлена кофемашина. Перед мечетью раскинулась широкая парковая зона с большим фонтаном. Мечеть расположена на пересечении улиц Достах и Кабанбай-Батыра возле торгово-развлекательного центра Азия-Парк. В парке также можно душевно отдохнуть среди множества зеленых растений. Дети могут покачаться на Алтыбакан. Отдыхающие проводят время в тени необычной юрты. Рядом с мечетью располагается Исламский институт для мужчин. Магазин религиозных товаров. Клиника Аль-Хиджама. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.